Я могу прямо сейчас показать, куда они говорили заходить. Жительница Казани Гульназ Сафина не сомневалась, на удочку мошенников не попадет. Но неделю назад телефоном-аферистам почти поверила и потратила на разговор больше 20 минут. Они представились сотрудниками одного из банков и заявили, девушке одобрены 2 кредита на 1 000 000 рублей и 120 тысяч. Засомневалась, слушайте, говорю, я заявку не подавала. Ну как, говорит, у нас новый вид мошенничества, то есть, говорит, фамилия, имя, отчество, паспортные данные там никому не давали. Или когда вы брали, говорит, кредит, ипотеку, там рефинансирование. Далее мошенники сообщили, ее банковский аккаунт якобы заблокирован. Сами они из службы безопасности пытаются поймать банкиров-аферистов. Сказали, кто-то входил в ее аккаунт с другого устройства и даже назвали его марку. Давайте, говорит, мы вместе зайдем, посмотрим. У меня на самом деле там были строки такие, то что одобрен кредит, карточка на 1 000 000 и на 130 тысяч. Естественно, я удивилась, думаю, это как бы мой аккаунт, мое приложение, значит, получается, открывали, смотрели. Они меня потом соединили с инспектором. Инспектор тут же начал говорить, чтобы я не сомневалась, то, что он сотрудник, работает в Казани. То есть можете, говорит, погуглить, посмотреть номера, отправили свои удостоверения. Девушку попросили, чтобы она об этом никому не рассказывала. Это и насторожила Гульназ. Вопреки советам она доехала до банка, и ее заверили. Сотрудники службы безопасности или техподдержки никогда не звонят клиентам. Подтвердили это нам сегодня и в МВД, и посоветовали жителям занести в телефонный справочник контакты номеров, указанные на оборотной стороне банковской карты. Звонки от банка с других номеров пресекать и блокировать. Сотрудники банка, им запрещено звонить вам с каких-либо номеров, спрашивать у вас какую-либо информацию, вообще персональную, о вашем счете, уж тем более код с оборотной стороны. Все это запрашивать запрещено. Если вам поступил такой звонок, и все-таки у вас зародилась доля сомнений, потому что мы понимаем, что мошенничество, оно всегда построено на доверии, на наших сомнениях. То есть нужно просто положить трубку, спокойно дойти до ближайшего отделения банка, который вас обслуживает, и задать все интересующие вас вопросы. С каждым годом число жертв телефонных жуликов увеличивается, а само мошенничество становится изощренней. СМСки с просьбой срочно перевести деньги для попавших в беду родственников или друзей уже прошлый век. Сейчас наживаются на вакцинации от коронавируса. Может поступить сообщение в виде соцопроса, а вы вакцинировались или нет. То есть человек сначала отвечает на вопросы по ковид, а потом начинает уже в сообщениях пересылать какие-то сведения, как я вот уже говорила, то есть начинает забалтывать. Человек теряет, по сути, контроль, что тема изменилась, и вот в итоге лишается денег, потому что, например, в результате его действий, что он там на какие-то СМС-коды ответил, то есть получает доступ к его карте. Если раньше телефонные мошенники чаще обманывали пожилых, заявляют в МВД, теперь на удочку аферистов попадаются так называемые кредитоспособные люди от 39 до 49 лет. Среди всех видов мошенничества каждая 4-я связана с банковскими картами. И по этому виду преступлений Казань, увы, в числе лидеров среди регионов России. Впереди только Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край. Только по одному из дел, которые направлены в суд, общий ущерб больше 18 миллионов рублей. В целом по Татарстану жители передали в руки аферистов более полумиллиарда. И это данные только с начала года. Юлия Гоголева, Вадим Илларионов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.